Мы с вами обсудили географию покрытия, а есть ли успехи в устранении цифрового неравенства среди жителей разного возраста? Есть ли в нашем регионе возможность обучиться пользоваться компьютером и интернетом у жителей старшего возраста? На сегодняшний день достаточно много инструментов государство использует для того, чтобы граждан Российской Федерации и Республики Коми в частности обучить основам компьютерной грамотности, либо наоборот дать им возможность переквалифицироваться, повысить свою квалификацию. И здесь речь идет не только о жителях старшего возраста, здесь речь идет о всех людей, которым интересна данная отрасль, и IT-сфера как таковая. Очень много разных программ по предлагает государство для повышения своей квалификации, получения новой профессии в IT-сфере. Постоянно выходят рекламы каких-то курсов. Информация о всем этом также доступна на портале госуслуг. Государство очень много в это вкладывается. Что касается людей старшего возраста, то и они не забыты в этом вопросе. Постоянно при нашей поддержке, при поддержке коллег мы проводим различные мероприятия, направленные на то, чтобы люди старшего поколения научились правильно пользоваться теми цифровыми услугами, цифровыми инструментами, которые есть у нас сейчас. Больше скажу, на сегодняшний день находится в разработке проект, связанный с повышением цифровой грамотности в сельской местности, там, где люди думают, что цифра — это не здесь и не про нас. Мы данный проект разрабатываем, вот я сегодня его анонсировал, надеюсь, что в ближайшее время мы сможем его запустить уже в практическую работу и запустить именно данный проект, в нашем понимании, направлен именно на людей старшего возраста. Подробности можно раскрыть? Предполагается, что на базе социальных учреждений, библиотек, домов культуры будут организованы мастер-классы для людей, которые в возрасте, которые считают, что кнопочный телефон на сегодняшний день — это все, что им нужно, и для которых интернет — это некая закрытая вселенная, и они, собственно говоря, ничего о ней не знают. Вместе с тем мы вначале с вами, Ольга, говорили о том, что очень много услуг государство готово оказывать в электронном виде, и не требуется посещение того либо иного учреждения, не требуется посещение банков для того, чтобы получить свою пенсию. Не требуется посещение органов социального обеспечения для того, чтобы заказать либо получить какую-то справку. Все это можно сделать в виде направления соответствующего запроса в электронной форме, либо звонка на соответствующую горячую линию. К сожалению, очень много людей не знают о этих всех возможностях. Поэтому вот пока в таком направлении мы разрабатываем этот проект. Еще раз скажу, да, мы его готовим, разрабатываем. Как только он будет готов к презентации, я с удовольствием приду к вам еще раз для того, чтобы его уже презентовать со своими коллегами. Будем ждать.